Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые коллеги и те, кто сегодня с нами по связи Zoom. Сегодня мы собрались для того, чтобы подвести итоги 9-го Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» в Республике Саха-Якутия, который проходил с 12 по 14 ноября. Давайте поприветствуем друг друга аплодисментами. Фестиваль науки – это один из самых масштабных социальных проектов в области популяризации науки. Программа фестиваля была рассчитана на самую широкую аудиторию, без возрастных ограничений. Проведены уникальные мероприятия, такие как лекции ученых, увлекательные научные представления, мастер-классы, дискуссионные площадки, показы познавательных видеоматериалов и многое другое. Силами научного сообщества в этом году проведено 243 мероприятия, в том числе 77 мастер-классов, 69 лекций, 32 экскурсии, 21 кинопоказ и многое другое. Мы отмечаем, что из года в год количество участников стабильно растет. По предварительным подсчетам число участников превысило 16 тысяч человек. В этом году в силу особенностей формата окончательный результат будет известен только через некоторое время. И благодаря онлайн-формату любой может посмотреть наши видеоматериалы, где удобно и тогда, когда ему будет удобно. Из более чем 16 тысяч участников почти половина – это школьники и студенты. Однако и старшему поколению было интересно на наших мероприятиях. 8% от всех участников – это люди старше 54 лет. Больше всего люди заходили на наши мероприятия со своих смартфонов, и только четверть смотрели трансляции и видео со своих компьютеров, ведь смартфон всегда с нами. География участников в этом году как никогда широкая. Если рассматривать только города, то значительное количество посетителей было из-за пределов нашей республики. И все это, конечно же, тоже благодаря онлайн-формату. В рамках фестиваля были проведены конкурсы фотографий, видео и детских рисунков. Участвовали дети с 5 до 17 лет со всех уголков нашей республики. На конкурсе были поданы 478 работ из 27 вузов нашей республики. В этом году основным оператором 9-го Всероссийского фестиваля науки в Республике Саха-Якутия выступил Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. Также мы сегодня словами благодарности отмечаем наших партнеров, без которых наше событие не случилось бы с таким размахом и масштабом. Это Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха-Якутия, Академия наук Республики Саха-Якутия, Федеральный исследовательский центр Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, Институт мерзлотоведения имени Павла Ивановича Мельникова, Институт геологии, алмаза и благородных материалов металлов Сибирского отделения Российской академии наук, Якутский научный центр комплексных медицинских проблем, Арктический государственный агротехнологический университет, Арктический государственный институт культуры и искусств, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, Высшая школа музыки имени Босикова, Якутский институт водного транспорта, Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», Институт развития профессионального образования, Малая академия наук Республики Саха-Якутия, музейный комплекс «Россия. Моя история». Информационным партнером является портал ekt.ru. Давайте благодарными аплодисментами также отметим наших партнеров. Спонсорами фестиваля науки выступили резиденты бизнес-инкубатора «Орех», IT-школа «Алтан», компания Motlodge Games, компания «Рират», компания «Робокрафт», студия 3D-печати «Той». Их тоже мы можем сегодня отметить благодарными аплодисментами. Также спонсорскую помощь оказали малое инновационное предприятие «Амтек Плюс», Якутская топливно-энергетическая компания, Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор», Академия наук Республики Саха-Якутия, Институт мерзлотоведения, Якутский колледж технологии и дизайна, Верхневлюйский техникум, Намский педагогический колледж, Институт развития профессионального образования, Арктический государственный агротехнологический университет и многие-многие другие. От имени участников и организаторов фестиваля «Наука 0+» в Республике Саха-Якутия разрешите выразить еще раз огромную благодарность всем партнерам, спонсорам нашего проекта. И сейчас слово предоставляется первому заместителю министра образования и науки Республики Саха-Якутия, председателю Организационного комитета по организации и проведению Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» в Республике Саха-Якутия Михаилу
вечер, уважаемые участники торжественного закрытия 9-го Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» Республики Саха-Якутия. Нужно дорожить каждым часом, каждым днем нашей жизни. Надеюсь, что и сегодняшний день он прожит не зря. Действительно, сегодня не просто выходной воскресный день, но и сегодня у нас, кстати говоря, день завершения всероссийской переписи населения, которая проходит один раз в 10 лет. Сегодня утром на площадке, на площадке, на которой сейчас проходит торжественное закрытие, площадке исторического парка «Россия. Моя история», состоялся очередной всероссийский географический диктант. И поэтому я хочу поблагодарить Дмитрия Ивановича Соловьева и весь его коллектив, что и диктант сегодня проходит, и в эти дни мы на фестивале «Наука 0+» тоже благодарны снова проходил на вашей базе. В целом, мы рады, что год науки и технологий идет полным ходом. Наука в Якутии продолжает развиваться, в том числе потому, что в нее приходит молодежь. И сегодня уходит в историю фестиваля «Науки 0+» Республики Саха-Якутия. Пролетели вот эти 3 дня нашего фестиваля. Надеемся, что все, кто приняли участие в мероприятиях, узнали что-то новое, открыли для себя мир науки, что все это на ваше благо, для вашего развития. От имени Организационного комитета выражаю благодарность всем организаторам мероприятий фестиваля науки. В эти дни объединились действительно и высшие учебные заведения, научные учреждения, музеи, образовательные организации различного уровня, в том числе дополнительного образования детей. Как говорил Олег Николаевич Толстой, дело науки служить людям, но и в целях популяризации знаний, научных открытий, исследований, повышения престижа науки в школах, селах, вузах, в целом в республике, в стране традиционно проводятся олимпиады, конкурсы, выставки, конференции, семинары, многие другие научные мероприятия. Каждый желающий узнать что-то новое, интересующийся наукой, принимать участие в наших мероприятиях в самых различных форматах. Выражаю благодарность, особую благодарность региональному оператору фестиваля Северо-Восточному федеральному университету имени Максима Кировича Амосова. Анатолий Николаевич, вам надеемся, что на сайте университета можно будет просматривать записи мероприятий, и что педагоги смогут активно использовать материалы во время своих занятий, подходящих для возраста детей и подходящих для их интересов. Мы не забываем, что именно Питер стоит по истоку любой науки, ведь каждый ученый когда-то сидел за школьной партой, и в основном мероприятия фестиваля были адресованы для школьников, так как они наше настоящее будущее. Отдельно обращаюсь, дорогие ребята, дошкольники, ученики школ, студенты колледжей, вузов, аспиранты и докторанты научных организаций и вузов. Вам надо всегда оставаться исследователями, но при этом как можно глубже познать законы и научиться методам науки. Всегда пытаться проникнуть в суть окружающего мира, высоко нести честь родной школы, своими знаниями успешно укреплять ее позиции в поселке, в районе, в области, в республике, в стране, овладевать всеми преподаваемыми предметами с постоянным упорством. Ну и, наконец, желаю с азартом и упорством штурмовать читальный зал библиотек, сайты сети интернет, которые направлены на вас, специально созданы для вас, конференции и семинары. Будьте всегда активны, талантливы, любознательны, тогда перед вами откроется мир науки, который действительно, надеюсь, все за эти дни еще раз убедились, это удивительный, интересный, многогранный. 9-й Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+» Республики Саха-Якутия заканчивается, но нас ждут традиционные новые мероприятия по популяризации науки. Всем желаю здоровья, новых идей и их воплощения. Всем спасибо за этот большой, прекрасный праздник. Слово предоставляется ректору Малой академии наук Республики Саха-Якутия Василию Климовичу Павлову. Уважаемые участники замечательного нашего праздника, вот все это завершилось, и получили мы абсолютное нескончаемое удовольствие от всех тех мероприятий, которые проходили, и все 16-130 участников действительно
узнали многое. И все это благодаря большому труду, который как раз здесь сделали, организовали. И все это благодаря, конечно, нашему замечательному, значит, большому партнеру нашей организации, которая здесь как раз является самым продвинутым большим институтом развития. Это наш Северо-Восточный федеральный университет. Я очень благодарен, что мы имеем столь хорошее и, как всегда, плодотворное сотрудничество с вами. И хотел бы воспользоваться этим моментом и передать вам, значит, награду. Да, это такое замечательное письмо, юбилейный диплом нашего такого большого мероприятия, в котором Малая академия наук участвует именно благодаря Северо-Восточному федеральному университету, потому что все это происходит как раз под эгидой, под организацией, под нашим как раз с экспертами университета, да, и это замечательный юбилейный диплом Николаю Анатолию Николаевичу представляет знаменитая российская научно-социальная программа «Шаг в будущее», которому в этом году исполнилось 30 лет. Спасибо большое. Слово предоставляется директору исторического парка «Россия. Моя история», партнеру фестиваля науки Дмитрию Ивановичу Соловьеву. Уважаемый Анатолий Николаевич, уважаемый Василий Климович, уважаемые дорогие друзья, все те сегодня присутствующие в Зуме, которые находятся. Но мы, наш коллектив, вообще рады такой огромной возможности, которые предоставляет фестиваль науки, потому что мы считаемся, ну, я думаю, что это не только красное слово, но и таким крупным просветительским центром, в котором, конечно же, наука, она тоже должна быть представлена. Тем более, что мы понимаем, что наука республики – это наша гордость. Вот. И мы видим горящие глаза наших детей, то, что делают вот те партнеры этого фестиваля науки уже многие годы под руководством Северо-Восточного федерального университета. Это действительно большое, очень важное и нужное всем нам дело посеять то зерно, тот интерес к науке, к исследовательской деятельности, для того, чтобы вершить интересные проекты, интересные дела, расти во всех отношениях, для того, чтобы стать специалистами, которые способны двигать наше общество, нашу страну в будущее, в такое уверенное будущее. Мы тоже вложили свою лепту и гордимся этим. И на протяжении последних лет мы совместно с нашими друзьями, партнерами проводим здесь очень интересные мероприятия, участниками которых являлись некоторые годы более 10 тысяч человек. Это, конечно, это самое крупное наше достижение, и поэтому, конечно же, я в первую очередь благодарен нашему университету головному, который такую возможность нам дает, потому что мы как площадка, мы как просветительский центр, как культурный центр, как общественный центр в эти дни, конечно, расцветаем. Вот. Я бы хотел всем нашим друзьям пожелать всяческих успехов в своей работе, в исследовательской деятельности, в популяризации наших научных достижений. Это действительно очень важное направление нашей работы, я думаю, что которое снискало очень большой интерес и действительно показала свою значимость и важность сегодня. Несмотря на вот такие сложные условия, тот багаж и задел, который проделан, он остается у нас в социальных сетях, на наших носителях, он действительно будет ретранслирован многократно и даст возможность тысячам и тысячам наших жителей, нашего молодого поколения познакомиться с этими материалами. Я всех сердечно благодарю еще раз и желаю больших успехов в дальнейшем. Спасибо. В рамках фестиваля было проведено множество интересных лекций, мастер-классов, квестов, викторин и других мероприятий. В итоге были определены самые интересные из них. Дипломом награждаются сотрудники Якутского института водного транспорта, старший преподаватель кафедры технических дисциплин Павлов Дмитрий Игоревич, преподаватель кафедры технических
Разжигаева Надежда Юрьевна за подготовку для фестиваля науки мастер-класса «Командное взаимодействие курсантов среднего профессионального образования при выполнении действий по борьбе за живучесть судна». Дипломом награждается Егоров Леонид Васильевич, преподаватель Верхневилюйского техникума за подготовку для фестиваля науки мастер-класса «Правоохранительная деятельность полицейский». Дипломом награждаются сотрудники Якутского института водного транспорта, преподаватель кафедры технических дисциплин Ефимович Артем Юрьевич, старший преподаватель кафедры технических дисциплин Павлов Дмитрий Игоревич, преподаватель Разжигаева Надежда Юрьевна и Курдас Александр Сергеевич за подготовку для фестиваля науки мастер-класса «Действия членов экипажа курсантов среднего профобразования при ликвидации пожара на судне». Дипломом награждается Разжигаева Наталья Юрьевна, преподаватель Якутского института водного транспорта за подготовку для фестиваля науки мастер-класса по оказанию первой помощи пострадавшему при отсутствии сознания и пульса. Дипломом награждается Иванова Долгуяна Николаевна, исполнительный директор автономной некоммерческой организации несудебного урегулирования споров и конфликтных ситуаций Якутский республиканский центр медиации за подготовку для фестиваля науки лекции «Медиация как эффективная технология мирного урегулирования конфликтов». Дипломом награждается Соловьева Мария Сергеевна, старший преподаватель филологического факультета Северо-Восточного федерального университета за организацию интерактивной встречи с иностранными студентами СВФУ. Дипломом награждается Жирков Дмитрий Дмитриевич, старший преподаватель филологического факультета Северо-Восточного федерального университета за организацию семинара «Литература сегодня. Классика и стартап будущего». Дипломом награждается Гуляева Светлана Степановна, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта за организацию онлайн-лекции «Особенности физического развития и подготовленности детей, подростков и молодежи Республики Саха-Якутия». Дипломом награждается Куличкина Марьяна Владимировна, ответственный секретарь журнала «Вестник Северо-Восточного федерального университета» за организацию семинара «Библиографическое оформление научных статей». Дипломом награждается Колодезникова Маргарита Герасимовна, профессор Института физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета за организацию мастер-класса «Как написать научную статью в области физической культуры и спорта». Дипломом награждается Бурцева Светлана Семеновна, доцент филологического факультета Северо-Восточного федерального университета за организацию проекта «Русская литература в современном социуме». Еще раз благодарим всех лекторов, организаторов и модераторов за активное участие в 9-м фестивале науки в Республике Саха-Якутия. В рамках фестиваля науки прошел конкурс «Мир науки глазами детей». Целью проведения конкурса является стимулирование детского творчества, продвижение среди детей идей и ценностей научного знания, расширение их кругозора и знаний. В рамках конкурса были отобраны работы по следующим номинациям. «Мир в 2021 году», «Будьте здоровы», «Профессия ученый», «Спектр науки», специальная номинация «Космос вокруг», посвященная празднованию 60-летия первого полета человека в космос, и специальная номинация, посвященная году молодого исследователя в Северо-Восточном федеральном университете. В конкурсе на номинацию «Мир в 2021 году» было подано 108 работ. Принимались работы, посвященные фантазии на тему мира будущего. И дипломом 3-й степени награждается Маланханова Арина, воспитанница Центра дополнительного образования детей города Мирный, и вручается сертификат на право прохождения индивидуальной профориентационной консультации от Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия. Дипломом 3-й степени награждается Тарасова Мичелияна, ученица 6 класса Маганской средней общеобразовательной школы. Ей вручается сертификат на участие в мастер-классе «Малярные и декоративные работы» от Якутского коммунально-строительного техникума. Дипломом 3-й степени награждается Власов Артем, ученик 5 класса средней общеобразовательной школы номер 33 имени Колосовой. Ему вручается сертификат на прохождение обучения по программе
21-22 учебном году от Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Дипломом второй степени награждается Романов Иван, воспитанник Центра дополнительного образования детей города Мирный. Ему вручается подарочный сертификат на приобретение рассады однолетних цветущих растений от Арктического государственного агротехнологического университета. Дипломом первой степени награждается Скрыбыкина Мичия, ученица 10 класса Момской средней общеобразовательной школы. Ей вручается подарочная карта номиналом 10 000 рублей в магазине ДНС. Дипломом лауреата награждается Готовцев Дамир Гаврилович, ученик 6 класса Сордуновской средней общеобразовательной школы имени Скрыбыкиной Аймяконского вуза. Ему вручается сертификат на участие в профильной смене «Мы. Будущее России» с 28 января по 10 февраля 2021 года от Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. На номинацию «Будьте здоровы» было подано 26 заявок. Принимались работы, посвященные здоровью и ученым медицинской науке. Дипломом третьей степени в этой номинации награждается Ярошенко Богдан, ученик средней общеобразовательной школы номер 1 имени Яковлева. Ему вручается сертификат на участие в мастер-классе «Малярные и декоративные работы» от Якутского коммунального строительного техникума. Дипломом третьей степени награждается Федорова Саяна, воспитанница детского подросткового центра «Аревик» города Якутска. Ей вручается сертификат на право прохождения индивидуальной профориентационной консультации от Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия. Дипломом второй степени награждается Жиркотов Виктор, ученик 2 класса Якутской городской национальной гимназии имени Чиряевых. Ему вручается сертификат на образовательные услуги в Центре платных дополнительных услуг от Намского педагогического колледжа. Дипломом второй степени награждается Васильева Алла, ученица Маганской средней общеобразовательной школы, и ей вручается сертификат на образовательные услуги в Центре платных дополнительных услуг от Намского педагогического колледжа. Дипломом первой степени награждается Блинникова Бажена, воспитанница детского подросткового центра «Аревик» города Якутска, и вручается подарочная карта номиналом 10 000 рублей в магазине ДНС. Дипломом лауреата награждается Аринкина Мария, ученица Национальной политехнической школы номер 2 города Якутска, и вручается сертификат на участие в профильной смене «Мы. Будущее России» с января по февраль 2021 года от Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. На номинацию «Профессия ученый» было подано 26 заявок. Принимались работы, посвященные жизни и работе ученого, его открытиям и достижениям. Дипломом третьей степени в этой номинации награждается Иннокентий Герасимов, ученик 3 класса средней общеобразовательной школы номер 12. Ему вручается сертификат на прохождение обучения по программе «Атмосфера науки» в 2021-2022 учебном году от Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Дипломом второй степени награждается Орлова Мария, ученица средней общеобразовательной школы номер 1 имени Яковлева. Марии вручается сертификат на мастер-класс «Основы 3D-визуализации» от Якутского колледжа технологии и дизайна. Дипломом первой степени награждается Михайлова Юлия, воспитанница Центра дополнительного образования детей города Мирный. Вручается подарочная карта номиналом 10 000 рублей в магазине ДНС. Дипломом лауреата в этой номинации награждается Алексеев Сергей, ученик 5 класса Политехнического лицея города Мирный, и ему вручается сертификат о выделении путевки в спортивно-оздоровительный лагерь «Связист» на профильную смену от Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». В конкурсе на номинацию «Спектр науки» было подано 45 работ. Принимались работы на свободную тему, посвященную науке. И дипломом третьей степени в этой номинации награждается Аргунова Алина, ученица Барагонской детской школы искусств. Ей вручается сертификат на участие в мастер-классе по финансовой грамотности «Личный финансовый план» от Якутского финансово-экономического колледжа. Дипломом третьей степени награждается Горохова Фелицата Николаевна, ученица Маганской средней общеобразовательной школы, и ей вручается сертификат на участие в мастер-классе
классе по финансовой грамотности «Личный финансовый план» от Якутского финансово-экономического колледжа. Дипломом второй степени награждается Готовцева Виолетта, ученица Барагунской детской школы искусств. И Виолетте вручается сертификат на мастер-класс «Основы 3D-визуализации» от Якутского колледжа технологии и дизайна. Дипломом первой степени награждается Бучугасова Даяна, ученица Барагунской детской школы искусств. И вручается подарочная карта номиналом 10 000 рублей в магазине ДНС. Дипломом лауреата награждается Кузьмина Виктория, ученица Маганской средней общеобразовательной школы. Ей вручается сертификат о выделении путевки в спортивно-оздоровительный лагерь «Связист» на профильную смену от Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». В конкурсе на специальную номинацию «Космос вокруг», посвященную празднованию 60-летия первого полета человека в космос, было подано 205 работ. Дипломом третьей степени награждается Готовцев Дамир, ученик 6 класса Сардуновской средней общеобразовательной школы имени Скрыбыкиной. Ему вручается сертификат на прохождение обучения по программе «Атмосфера науки» в 2021-2022 учебном году от Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Дипломом третьей степени награждается Маркова Диана, воспитанница Сотунского филиала Барагунской детской школы искусств. Ей вручается сертификат на образовательные услуги в Центре платных дополнительных услуг от Намского педагогического колледжа. Дипломом третьей степени награждается Тихомирова Аделина, ученица 5 класса Тамторской средней общеобразовательной школы имени Заболоцкого. И ей вручается сертификат на прохождение обучения по программе «Атмосфера науки» в 2021-2022 учебном году от Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Дипломом третьей степени награждается Корякина Вита, ученица Мурдахской средней общеобразовательной школы имени Дахунаева. И вручается сертификат на мастер-класс «Основы техники и рисования ЭБРУ» от Якутского колледжа технологии и дизайна. Дипломом второй степени награждается Пигмакова Юлия, ученица 7 класса Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интернат Олимпийского резерва имени Коркина. Ей вручается сертификат на мастер-класс «Основы 3D-визуализации» от Якутского колледжа технологии и дизайна. Дипломом второй степени награждается Готовцева Лилиана, ученица 11 класса Мирюльской средней общеобразовательной школы номер 1. Ей вручается подарочный сертификат на приобретение рассады однолетних цветущих растений от Оптического государственного агротехнологического университета. Дипломом первой степени награждается Аринкина Мария, ученица Национальной политехнической школы номер 2 города Якутска. Ей вручается подарочная карта номиналом 10 000 рублей от магазина ДНС. Дипломом лауреата награждается Бехтюев Марк, ученик 4 класса городской классической гимназии, и ему вручается сертификат на участие в профильной смене «Мы. Будущее России» с января по февраль 2021 года от Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Дипломом лауреата награждается Бугера Анна, ученица 3 класса Мирнинского филиала Центра дополнительного образования в поселке Чернышевский, и вручается сертификат на участие в профильной смене «Мы. Будущее России» от Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Далее конкурс, специальная номинация «Год молодого исследователя». В этой номинации принимались работы, изображающие молодых ученых и их достижения. И грамотой в этой номинации награждается Басова Кира, ученица средней общеобразовательной школы номер 1 имени Яковлева. Ей вручается сертификат на участие в мастер-классе по направлению парикмахерское искусство от Якутского технологического техникума сервиса. В рамках фестиваля науки прошел конкурс фотографий и видеороликов «Снимай науку». Целью проведения конкурса является популяризация научного знания и мотивация к использованию современных средств и методов для воплощения творческих идей. Конкурс прошел по следующим номинациям: микроизображение, природа, серии, любительское видео, детское видео и космос. В номинацию «Микроизображение» было подано 12 заявок. Принимались изображения, полученные с помощью микроскопа. Дипломом третьей степени награждается Гоголев Джулстан,
Ученик 4 класса Мостахской средней общеобразовательной школы. Ему вручается сертификат на участие в мастер-классе по направлению «Поварское дело» от Якутского технологического техникума сервиса. Дипломом второй степени награждается Ильинова Саина, ученица 10 класса Мостахской средней общеобразовательной школы. Ей вручается сертификат на мастер-класс «Постановка рисунка фигуры человека» от Якутского колледжа технологии и дизайна. Дипломом первой степени награждается Афанасьева Даяна, ученица 3 класса средней общеобразовательной школы номер 31, и вручается подарочная карта номиналом 10 000 рублей в магазине ДНС. Дипломом лауреата награждается Афанасьева Нария, ученица 5 класса средней общеобразовательной школы номер 34. Ей вручается сертификат о выделении путевки в спортивно-оздоровительный лагерь «Связист» на профильную смену от Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». На номинацию «Природа» было подано 12 заявок. Принимались изображения природы и животного мира. Дипломом 3 степени награждается Кучер Анатолий, ученик 3 класса Мирнинского филиала Центра дополнительного образования в поселке Чернышевский. Ему вручается сертификат на бесплатное разовое посещение экскурсии «Уникальный маршрут в толщу вечной мерзлоты» в Музее истории изучения вечной мерзлоты от Института мерзлотоведения САРА. Дипломом второй степени награждается Захаров Виталий, ученик 11 класса Маканской средней общеобразовательной школы, и ему вручается сертификат на мастер-класс «Постановка рисунка фигуры человека» от Якутского колледжа технологии и дизайна. Дипломом первой степени награждается Павлов Дула, ученик 5 класса Кобяйской средней общеобразовательной школы, и ему вручается подарочная карта номиналом 10 000 рублей в магазине ДНС. Дипломом лауреата награждается Сорокаумова Анастасия, социальный педагог Полтавской средней школы имени Дахунаева, и ей вручается сертификат на курсы повышения квалификации и профессиональное обучение от транспортного техникума имени Брызгалова. В номинацию «Серия» было подано 6 заявок. Принимались изображения, которые объединены одной темой. Дипломом 3 степени в этой номинации награждается Николаева Анна, педагог-библиотекарь Челнайской средней общеобразовательной школы. Вручается сертификат на участие в мастер-классе по финансовой грамотности «Личный финансовый план» от Якутского финансово-экономического колледжа. Дипломом второй степени награждается Федотов Сергей, ученик 9 класса Мирнинского филиала Центра дополнительного образования в поселке Чернышевский. Ему вручается сертификат на мастер-класс «Постановка рисунка фигуры человека» от Якутского колледжа технологии и дизайна. Дипломом первой степени награждается Алексей Пудов, ведущий научный сотрудник Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Сафронова. Ему вручается подарочная карта номиналом 10 000 рублей в магазине ДНС. В номинации «Любительское видео» было подано 5 заявок. Принимались авторские видеоролики, созданные непрофессионалами. Дипломом 3 степени награждается Сорокаумова Анастасия, социальный педагог Полтавской средней общеобразовательной школы имени Дахунаева, и вручается сертификат на образовательные услуги в Центре платных и дополнительных услуг от Намского педагогического колледжа. Дипломом второй степени награждается Неустроева Дая, ученица 9 класса Крейс-Колджайской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Ахлупкова, и вручается подарочный сертификат на приобретение рассады однолетних цветущих растений от Арктического государственного агротехнологического университета. На номинации «Детское видео» было подано 18 заявок. Принимались видеоролики о науке с участием детей в возрасте до 14 лет. Дипломом 3 степени награждается Учугаева Алена Евгеньевна, ученица 2 класса средней общеобразовательной школы номер 7. Ей вручается сертификат на прохождение обучения по программе «Атмосфера науки» в 2021-2022 учебном году от Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Дипломом 2 степени награждается Левин Тамир, ученик 6 класса школы «Личность». Ему вручается сертификат на мастер-класс «Основы техники рисования ЭБРУ» от Якутского колледжа технологии и дизайна. Дипломом 1 степени награждается Жирготова Мария Сергеевна, педагог дополнительного
Центра дополнительного образования в поселке Чернышевский, и ей вручается сертификат на прохождение обучения по программам образования и повышения квалификации от Института развития профессионального образования. Дипломом первой степени награждается Минибаев Тимур, ученик 2 класса средней общеобразовательной школы номер 7. Ему вручается подарочная карта номиналом 10 тысяч рублей в магазине ДНС. Дипломом лауреата награждаются Алексеева Марьяна Васильевна и воспитанники Юрбинского межвузового комплексного центра помощи семье и детям. Им вручается сертификат на участие в профильной смене «Мы. Будущее России» с января по февраль 2021 года от Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. На спецноминацию «Космос», посвященную 60-летию первого полета человека в космос, было подано 6 заявок. Дипломом 2 степени награждается Республиканская коррекционная школа-интернат с тяжелыми нарушениями речи. Им вручается сертификат на мастер-класс основ техники и рисования ЭБРУ от Якутского колледжа технологии и дизайна. Дипломом 1 степени награждаются участники пресс-центра ЧОУ. Им вручается подарочная карта номиналом 10 тысяч рублей в магазине ДНС. Дипломом лауреата награждается Лукавина Клавдия, библиотекарь Намской модельной детской библиотеки. Ей вручается сертификат на курсы повышения квалификации и профессиональное обучение от транспортного техникума имени Брызгалова. Заключительное слово предоставляется ректору Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, руководителю регионального оператора 9-го Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» в Республике Саха-Якутия Анатолию Николаевичу Николаеву. Уважаемый Дмитрий Иванович, Василий Ефимович, уважаемые гости, уважаемые наши партнеры, друзья, я всех вас поздравляю с завершением 9-го фестиваля науки. Мы, конечно, каждый год ждем каких-то новых открытий, нового какого-то формата. Последний офлайн фестиваль проходил вот тут, как раз вот, я помню, да, тут было очень много гостей, приходили очень много очень юных вот таких школьников, совсем еще даже до школьников тут было, да. Но в связи с тем, что в прошлом году была пандемия, мы перешли в онлайн формат, да, но, конечно, это не совсем хорошо, но университет, как вот самый главный оператор, с которым сейчас несколько наших предыдущих представителей, тоже наших друзей говорили, мы в прошлом году тоже думали, в каком же формате мы это сделаем, да, но был единственный формат, это формат онлайн, формат ведения фестиваля науки. Ну, конечно, онлайн-фестиваль науки это одно, но с одной стороны мы поняли, что мы можем открывать новые грани вот данного фестиваля, охват стал больше, да, ну, например, первый фестиваль науки мы проводили у нас в Фене, там 2, по-моему, 3 тысячи максимум было, да, потом чуть больше, да, но когда в прошлом году вот онлайн формат охватил более 15 тысяч участников фестиваля, да, мы думали, вот это вот действительно достаточно много, да, но в этом году, вот уже сказали, более 16, почти 16,5 тысяч участников в онлайн формате. Но мне бы хотелось, да, чтобы в будущем у нас формат был как минимум гибридный. Да, онлайн-трансляция, да, во все углы нашей страны, может быть, даже мира, но нам бы очень хотелось, да, чтобы вот этот фестиваль вдохнул в себя жизнь, вдохнул вот эти вот яркие улыбки, яркие глаза детей мы уже увидели не через призму монитора, да, а уже наяву, уже вот живое общение ничего не заменяет, как это говорится, да. Мы бы хотели бы увидеть тут очень много экспонатов, может быть, это было бы несколько площадок, но пока пандемия не позволяет нам вот этого сделать. Ну, Россия, конечно, великая страна. Наверное, ни в одной стране мира нет уже 4 зарегистрированных вакцин. Я бы хотел призвать всех вакцинировать, да, в следующем году, в 10-м юбилейном году, чтобы у нас был как минимум гибридный формат. Да. Очень много детей, не только детей, сейчас вы рассказали, 8% это, я пока туда не выпадаю, 8% это уже люди более старшего поколения, пришли сюда, посмотрели на наши достижения, чем мы дышим, над чем мы работаем, и наяву уже поговорили
Ну, это, считаю, достаточно большой процент вакцинации. Да, ну, студентов наши студенты, если эти смотрят, берите пример со своих преподавателей, да, потому что пока у нас по студентам не такой большой, да, 70, где-то около 71%, тоже не маленький процент. Но нам бы хотелось, да, чтобы этот процент был 80, то и больше. Конечно, сейчас университет очень многогранный. Этот год для всей России – это год науки и технологий. У нас в университете, Ростовский федеральный университет – это год молодого исследователя. Очень много научных мероприятий проводится в этом году. Даже вот в эти дни, вот несколько дней, вот сейчас вот Василий Ильич тоже поговорил, да, вот наши партнеры Малой Академии наук проводят николаевские чтения, но в связи с возможностью поздравляем Мишель Фемича 84-летия. Мы очень, ну, заранее говорить нельзя, да, но в следующем году будет достаточно большой юбилейный год для нашего первого президента. Мы тоже вот будем ждать вот следующего года, чтобы организовать. Поздравим. Так, следующий год 10-й фестиваль науки будет, следующий год будет столетие нашей республики. Ну и мы все в ожидании вот этого, да, и, конечно, если это будет пройдет офлайн максимально, мы бы вот этого очень хотели. Университет достаточно многогранный, да, и одновременно у нас мы провели еще несколько мероприятий. Да, вчера, как только прилетел с командировки, сразу вчера был большой хороший интенсив Северо-Восточный федеральный университет и школы города Якутска. И руководители всех школ города Якутска пришли и сделали вот такой интенсив. И я считаю, что это вот новый формат общения федерального университета с общеобразовательной школой. Мы хотим потом выйти и в вузные школы, и так далее, и так далее. Мы решили сделать университет еще более открытым. Надеюсь, что в следующем году вот партнеры выступят, может быть, какой-то площадке выступит, если выступит какая-то школа, политехническая школа или там какой-то класс, были бы какие-то интересные лекции от ведущих учителей, это было бы совсем новый формат. Сейчас вот увидел очень интересный конкурс, вот «Мир глазами школьников 3021». Летом как раз были же вот в этом архипелаге 21-21, там смотрели на 100 лет, через 100 лет, что будет у нас в стране, как какие-то владения делают, ну, какие-то свои масштабы умеют планировать, это было аж до 1000 лет вперед посмотрели. Да, я вспомнил свои школьные годы, у нас тоже проводился конкурс, ну, как я вижу свою страну в 2000 году, мы так далеко до 3000 лет не смотрели, в 2000 году обязательно там присутствовал Марс, яблони на Марсе, космодром рядом с твоим домом и так далее. Да, ну, мы умеем масштабами себя, как бы, и какой-то фантазии вокруг себя, фантазии когда делать. Но, конечно, еще раз возвращаясь к тому, чтобы следующий год, 10-й юбилейный фестивальный год провести в хорошем ритме, берегите себя. Всем желаю здоровья, успехов, яркие какие-то впечатления от будущих фестивалей. Университет очень достаточно разносторонний. Мы будем проводить много мероприятий. Пожалуйста, добро пожаловать в Северо-Восточный федеральный университет. Я очень благодарен нашим всем партнерам, про которые сказали. Если бы не вы, то такого масштаба не было. Университет, конечно, мощный, большой, но такого охвата весь нашего АГАТУ, АГИКИ, Малой Академии наук, без музея, без Якутского научного центра, без академических институтов, вот с наших партнеров, вот, юные якутяне и другие, да, вот, колледжи и другие училища и так далее, которые стали организаторами вот этого большого фестиваля, такого не получилось. Всем желаю успехов, готовимся к 10-му фестивалю, всем счастья, самое главное здоровья, берегите себя. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы все объединены одной идеей, интересом любви к науке. Благодарим всех вас за участие, всем спонсорам, нашим партнерам наша огромная благодарность. И остается пожелать только одно — увлекательного путешествия и прекрасных открытий в мире науки. До встречи на следующем фестивале науки.